2 июня на календаре. Лето в деревне продолжается. Потихонечку рыбачим. И сегодня мы ждем новых гостей. Николай у нас здесь уже обосновался, уже третий день. Вот у нас сегодня еще одна машина. Целая булка рыбаков. Полная булка. Опять калитку закрыли. Опять соседи будут ругаться, не пройти, не проехать. Это там что, коптильню сделали такую или что? Нет, там типа навес. Приехали, что ли, вы, ребята? О, долго едете, долго, очень долго. Та-та-та-там, тарарам, та-там. Ну, с приездом. О, правильные рыбаки приехали с георгиевским флагом. Здравствуй, здравствуй, здравствуй. А вы кто, молодой человек? Санек тоже уже здесь местный. Гена. Рому мы видим здесь впервые. А Анатолия Александровича, он уже тоже здесь уже прописался. Здравствуй, дорогой, здравствуй. О, вот так вот должны правильные рыбаки приезжать. Мы должны это. Так, ну, это наш местный. Это Ромка. Че, выдержала буханка, все влезло? Да. Так, мотор выгружать здесь не будем. Остальное... А что, гитару тоже в лес повезем? Нет? Без мата, у меня съемка идет. В общем, как-то вот так. Приехала еще вот такая бригада рыбаков. Не знаю, сегодня получится, нет, но завтра выедем точно уже на серьезную рыбалку. Где-нибудь в избу, куда-нибудь, вернее, в избу. Потому что здесь, если мы мальков не поймаем, много рыбы точно не поймаем. А так, я так думаю, Печора, матушка нам чем-нибудь да порадует, да, Антон Александрович? Да. Должна. Все правильно. Должна. Будем пробовать, будем ловить. Вот. Гитара, наша гитара. Вон сколько здесь пыли уже. Тебе, как охотнику, тут как бы подарок пришел от телезрителей программы Дирол. Какой программы? Программа Дирол, знаешь? Дирол? Нет. То есть разгрузка? орбит без сахара. Ага. Чтобы ты мог много патронов положить, в каждую вот эту штуку кладется патрон. Вот сюда, видишь? Понял, Каждую. понял. А, можно. И ты вооруженный и очень опасен. Спасибо. Все. Все это регулируется, так что... У меня до 10 июня лицензия на медведя открыта, так что можно со стволом ехать даже. На медведя я, друзья, выйду без испуга, если с друзьями буду я, а он один, без друга. Нет, он же ведь, он сразу не убьет, он закопает. Медведь. Нет, ну а стреляемся с такой жилеткой-то, у меня тут патронов много, пуль много, так что... Это Рома. Так что стреляемся. Военный мне подкатил, я говорю, а я-то что, какой я охотник? Все, понял, принял. Все. Все. Так, ну что, выгружаемся, располагаемся и начинаем рыбалку. Рыбалка это не только закинул, поднял, поймал. Рыбалка это целый процесс. И вот начинается он с приезда. Сейчас, естественно, по славной русской традиции мы это дело отметим. А там будет видно. По возможности попробуем заснять, чтобы самим посмотреть и вам показать. Что и как дальше будет, будем держать в курсе. Ну, здравствуй, Печора. Как мы видим, вчерашнего дня вода просто подскочила, то ли от дождей, то ли от чего, где-то сантиметров 10, наверное, в высоту, или 15 даже прибыла. Лодка плавала. Казанку пока не трогаем. Наш старичок Сузучика уже на месте привезли мужики сегодня. И вот наша компания уже на берегу. И там уже, как Анатолий Александрович сказал, патроны в кармане были, значит надо их заряжать. Главная рыбочистка уже вон на месте. Значит, рыбочистка есть, рыбу чистить будем. Главные ребята. Точно. Вон. А, Ошкин кот, смотри, сколько тут червей, блин. Повылеза. О, смотри, все вышли. Если бы вот такой не предохранился, мы бы сегодня червей уже не видели. Смотри.
Саш, все черви до единого вышли, блядь, с этого. С ведра. Видишь? От того, что сыры. Что, мексиканских будем знакомить? Ну-ка, подержи немножко так, вот так. Надо, чтобы они там вот были. Подожди. Они даже снаружи у вас. Да, вот они кругом. Вот это не зря говорят, они дождевые, а дожди они. Так. Все? Все. Это здесь, это мне хватит на проверку стопудово. А так все равно, ну не знаю, вода прибыла, это дает шанс, что крупная рыба шевельнулась, наверное. Ну все, клади. Все, чики-пуки, вон. Кто сказал, что на Печоре да без рыбы? О, вот это сюда, да? Рыба к рыбе. Вот это мне уже нравится. Геннадий, Достань еще этот. с Мексики привез тебе. О! Ого себе. А этих можно как раз на продольники насаживать, Да. наверное, да? Я так думал, это личинка майского жука. О, будет клевать, я нечего делать. У меня крупные тоже были, как-то оставил, ясь, клюет на них. Крючки у меня как раз подразмерные. Мотор поставили. В общем, сегодня у нас по плану И хлеб будет нарезан. день заезда, не будем сразу напрягаться. Рыбачим здесь, получаем удовольствие возле берега, возле родного дома, проверяем продольники. Посмотрим, что да как, да где, да Не, ему надо Как? хлеб, он не ест эти пирожки. Хлеб. домашние пирожки еще горячие, небось, да? Постоянно. Ну, рыбалка начинается. А серьезная рыбалка, я так думаю, начнется завтра. Да. Выспимся, отдохнем и поедем. Мы так сегодня немножко побалуемся. Сходили на кладбище. Батю помянули сегодня. Земной день рождения у отца. 2 июня 1939 года. Сколько? 87 лет бы было, да, если бы жив был. Нифига, это вы столько опарышей все взяли? А что? А фидера взяли, фидера? Конечно. Ну все, тогда вот ваш берег в вашем распоряжении. Все, там вот лично мы уже поймали. Вот палка, топор, не знаю где топор. А нет, палки есть, хватит там 4 есть. У меня Топоры. есть топоры-то в машине. Не, хватит здесь. Ну, не знаю, кто как и где рыбачит, но я так думаю, процентов 80 начинают рыбалку вот именно с этого мероприятия, правильно? Мы согласны. Я так думаю, присоединяйтесь к нам, хуже от этого никому не будет. Так что, да здравствует рыбалка, да здравствует летний сезон. Анатолий Александрович, летний сезон еще не открыл в этом году? Нет. Даже не забрасывал удочку ни разу. Так что сегодня мы, надеюсь, откроем летний сезон Так, для не всех. наловишь, ну. Поехали. Так, ну что. По писярику накатили. Пора и приниматься. Пора и начать рыбу ловить. Вода у нас подскочила. Как мы видим, палка у нас уже в воде. И здесь у нас стоит закидушка, которую сейчас мы наживем свежими червячками. Это что? Это палка дернулась или что? Или мне показалось, или палка дернулась? О! Идет сразу. Один. Второй. Второй. Вы хоть бы помогали. Третий. Иди, рыба убегает. Третий или четвертый сразу, блин, на продольнике. Руку аж проколол. Еще один. Вот янцакадан. Вода подскочила, и ясь пошел. Возле берега прямо, блин. Блин, я руку аж об крючок проколол. Вот тебе и закидушка, а говоришь, она работать не будет. 4, да?
Вот так вот. Все, блин, я палец об крючок аж проколол. Ну вот аж. Ну вот это уже интереснее немного. Все, Анатолий Александрович, на чистку их сразу. Все, наживляем, отпускаем, закидываем опять. Блин, ставку плохо не сделали. Даже никто не ожидал, что так будет, блин. Если честно, я сам не ожидал. Вчера вечером проверил, вообще ничего было, не дергало, ничего. Береговые были покотаны черви, я кинул просто так, наобум кинул. И первый же на 4 крючках, вот, сами видели, 4 азя. Ну, здорово, янцикадан. Ну, если рыба клюет, значит мы половим, я так думаю. Одна единственная закидушка. Так что, если закидушка ловит, значит, я так думаю, и фидер ловить будет. Ну, отличное начало, я так скажу. Так что наживляем и закидываем закидушку по новой. И будем ловить рыбу. Толпа большая, рыбы надо поймать много. Так что все впереди, друзья, все впереди. И пока все довольно-таки неплохо начинается. Поехали. Я уже рад, я уже счастлив. Все зашибись. Здорово. Все, наживляем и закидываем закидушку по новой. Ну что, мужики, как начало? Хорошо, да, на продольник попалась? Первые 4 крючка, которые не работали, все 4, а на глубине ни хрена. А я сейчас тоже тут буду около берега прям закидывать. А я вчера, главное, вытащил вечером, пустой, смотрю, крючки покоцанные, даже насаживать не стал, выкинул. Я даже не думал, если честно, что так вот будет, блин. О, голова рыбья валяется. Это я выбросил, потому что она оторвалась. А ты не выкидывай это собакам? Я не знаю, где-то нам нужно... Какое-то ведро. Мы тебя звали, почему они пришли? Его Саня не зовут, и он Миша. А Миша. Так, голову не выкидывай, это все собакам. Да нет, надо куда-то определить. Ведро, отдельное ведро. Нет. Нету здесь больше нас. Если Как ведро? Вон ведро. Поэтому мы сейчас, блядь, будем туда складывать этот самый. Закидушка, не очень дома, берег дураздик. Ну, постные, 35-очные. Вчера один ясь был вдалеке, а сегодня 4 и возле берега. Эти какой мнёль, берег дураздик Саша мой. Не-не-не, эти закидушка, да свугровой ты. Берег дураснёль сыншы дома. Это быки, блядь. То, игнакыда. Торит войтали, торит квайтын, да продольника что дома квайт. А то не за вайстума, таджикымын, сантиметров 10-15 вчерашнего дня прибыло. Да ладно. Ну, поклевка была, да? Че? Нет, есть? Плотва. Ёшкин кот. Это вы что, блин, с собой что ли привезли? С Сыктывкара? У нас такой рыбы не... Сейчас, секунду. О, а Хариус тоже здесь клюнул? Да, 2 штуки мы поймали. Вот это мелкий крючок, да? Удачи! Дай бог!
Приступаем к проверке наших продольников. Вот она, наша деревня. Вот наши ребята там на фидер рыбу душат уже. Ну а мы приступаем к проверке наших продольников, которых мы вчера установили. Приготовим сразу подсак, ведро. Я так думаю, если вчера за 2 часа рыба была, то сегодня, я так думаю, без рыбы мы тоже не останемся. Подъедем поближе к продольнику. Вода прибывает, значит будем кидать ближе к берегу. Пока. Я так думаю, подъем воды будет небольшой. Как-то вот так. Опачки, 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 опачки. Поймали. Все. Приступаем. Вот эта веревка, конечно, гниловата. Вчера она уже меня подвела. Надо в идеале, конечно, поменять веревки, но понадеемся на русский авось. Авось пронесет. Так, ну чё? Ничего. Ничего. Нет, небольшая, совсем небольшая натяжечка есть на последнем крючке. Скорее всего, я так думаю, это окунь. Может быть, подъязок. Не это окунь точно, это подъязок. Так, дадим ему шанс. Да ладно, плотва что ли? Нет, подъяз. Подъяз консервного размера. Ну, и на том спасибо. А там что? Ёршик. Зацепился ёршик каким-то чудом. Вот так вот зацепился и сдох за жабру. Маленький ёршик коту пойдет. Все. Нужны, конечно, мальки, но так как пока малечка у нас нет, будем наживлять червями. И вот ребята еще у нас привезли вот такую наживку интересную, личинку майского жука. Так что прямо сейчас будем пробовать. Майский жук, я так думаю, тоже вот специально вот первый продольник наживляем майскими жуками через раз. И будем смотреть потом. Может быть, что-то клюнет интересное. Ну как интересное? Ясь. Мелочевка уже майского жука жрать точно не будет. И червей тоже привезли ребята. Так что наживляем. Запас червей у нас в этом году не очень большой. Братан привез бредежок по малькам. Попробуем сегодня где-то найти мальков. Но пока их нет. О, здесь что-то было скручено все. Было и ушло. Все-таки время прошло немало с вчерашнего вечера. Вот так вот через одного. Один майский жук, один червяк. Вот так вот. Будем чередовать. Вон. Ни одного, так сказать, живого червя здесь нет. Вот такую вот жирную приманку, я так думаю, личинку майского жука. Ясь тоже пропустить не должен.
Я так думаю, поклевки будут. Чередуем через раз. Один жук, один червь. Один жук, один червь. Сыктывкарские червячки. Посмотрим. Вот так вот. Один червячок. Один майский жучок. Ошметки от второй червячка выкидываем. Да ладно тебе. Вот так вот. Вот. В принципе, наживляем, пока нет мальков, тем, что есть. Я так думаю, результат вечером будет. Вода начала прибывать. С одной стороны, это тоже неплохо. Главное, чтобы не подскочила до больших уровней, потому что если резко подскочит на метр, на два, это нам придется продольники переставлять. Была вода маленькая, мы бы к этому были не готовы. Я-то думал уже все, летний уровень, но нет. Я не знаю даже, от чего эта вода. Если от дождей, то это ненадолго. Если это все-таки дал Урал, то уровень воды может резко подскочить на метр, а то и на 2. Ладно, посмотрим, будет видно. Пока вот как-то вот так. Естественно, кидаем ближе к берегу. Глубина еще позволяет. Ловись, рыбка малая велика. Продольник номер 2. Груз немножко подзасыпало. Идет свал песка. И, как видим, леска натянута. Леска натянута, значит, здесь что-то есть. Хорошая натяжка. Видим ерша. Видим язя. Так, ерш сюда иди. Так, язю даем шанс, которым он не воспользовался. Ерша пока тоже сюда. Второй язь. Ну, подвязки. Второй язь. Так, этот хороший. Давай, с очком лучше. Третий. Вот так вот. Этот уже достойный. Так, все, успокойся. Ты наш. Вот такого мы еще в этом сезоне даже не ловили. Это уже более-менее нормальный язык. Вот так вот. Ну, уже есть работа Анатолию Александровичу. А то он сидит там без дела. Всю рыбу почистил, сидит без дела. Так что мы ему работу уже принесем, как минимум. Раз, два, три, четыре. 4 язя уже есть. Ян цикадан. Все, а дальше все как обычно. Наживляем, отпускаем и ждем новых поклевок. Так. Проверяем дальше. И вчера матушка кормит. Продольнички работают, даже несмотря на то, что уже практически летняя вода и далеко не тот уровень. Тоже небольшая натяжечка есть.
что-то дергает. Вижу подвязка. Крючки все пустые. Но один пока еще дождался. Не знаю, дойдет ли он до берега. Так. Дошел. Все. Дальше натяжки нет. Ну, один и то хорошо. И на том спасибо. Вот так вот подъезд. И на том большое спасибо. Ян цикадан. Я так думаю, всяко быстрее, чем ловля на фидер, на удочку. Продольники делают свое дело. Ух ты, вот это крючище. Вот сюда мы сейчас пару майских жуков шандарахнем. Крючок налимий. Для налима вот такие крючки обычно ставим. Вот сюда сейчас поставим майского жука. И будем ждать поклевки. Прямо на кончик. На кончик. Вот так вот. Я посмотрим, сработает, не сработает. Крючки старые, ржавые. Но, как мы видим, даже пока еще работают. Нет. Блин, опять эта черная веревка гнилая. Вроде пока пошло. Так, вроде как натяжка есть. Опа. О, нет. Это окушок. Это был окушок. Вроде бы даже... Не вроде бы, а сдох. И больше ничего. Вот такой вот окушарик. Ну, и на том спасибо. Закрутил немножко, но ничего страшного. И ни одного живого червя. Все крючки покоцаны, все крючки пустые. Это говорит о том, что я здесь был, и я сорвался за это время. Все-таки с вечера прошло времени уже достаточно. Скорее всего, я здесь посрывался. Наживляем вот таких вот караедов, так сказать, крупных. Это личинка майского жука. Ребята привезли с собой. Я так думаю, язь их тоже рядом мимо не пройдет, если будет проплывать. И через раз одну личинку майского жука, одного червяка. И как-то вот так. По крайней мере, это намного быстрее. Наживляем, закидываем продольники, и они делают свою работу. Часика через 2-3 я опять проверим. Я так думаю, что-то здесь уже будет. Я так думаю, это будет намного продуктивнее, чем просто так сидеть с удочкой на берегу. Резких движений делать нежелательно. Веревочка гнилая. Не дай бог порвется, мы потеряем целый продольник. Засыпало. Засыпало.
И один дохлый окушок. Свал песка идет и все засыпает. Приятного мало, но что теперь? Значит, надо почаще проверять. Опачки. Так, здесь у нас тоже дохлый окунь. И что-то еще живое, подъязок. Неплохо. Окуня берем и тащим подъязка. Буйный, может быть, сорвется, конечно. Ну, попробуем его в сачок. Подсак наш. Подъязок наш. Так что будет Анатолию Александровичу работа. Консервный размер. О, сошел. Вот так вот. Если бы не подсак, может быть, и тебе повезло бы. Но сегодня, видать, не твой день. Не пусто, и то хорошо. Янцикадан. Так. И у нас еще есть запас небольшой. Так что, может быть, в конечном счете что-нибудь да изменится. Дальше все как обычно. Наживляем, отпускаем. С червями, конечно, это немного подольше. С мальками было бы побыстрее, но ловим на то, что есть. Иди сюда. Зеленый. Ух ты. Немножко груз подзасыпало. Видать, идет свал песка. Но пока не критично. Так, вроде бы натяжка. Вроде бы что-то дергает. Да, это хорошенький язь. Прямо на первом берегу. Так, опачки. 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 Там что-то серьезное. Так, давай сначала с этим разберемся. Этого подъязка сюда кидаем. Так, что там у нас? Что-то... А, это зацеп. Я уже думал, там налим, блин. Грешным делом. Там зацеп был. Нормально. Два язя тоже неплохо. Сердце-то ёкнуло. Здоровенная натяжка была. Но это был просто зацеп. Язей, видать, загнали продольно куда-то на корягу или там на кусты куда-нибудь. Ну, адреналинчику успел хапнуть. Сердце приятно ёкнуло. Думал, уже что-то тяжеленько такое. Но пока не судьба. Ну и то неплохо, да? Нормально, нормально. Язь мелкий, конечно, консервный размер, но это язь. Это наша печорская вкусняшка. И есть контакт. Ух ты! А там рыба. А там рыба. Вижу рыбу. И все запуталось. Так. Вижу еще одну рыбу. Ариус. Ариус, окунь.
У меня к якорю, походу, все запуталось. Так, ну вроде все. Разошлись. Тихо, мирно разошлись. Теперь будем распутываться. Так, что у нас здесь? Вот такой вот красавец Хариус попался. Он умер. Умер, все запутал, закрутил и умер. Это раз. Потом у нас вот такой вот окунь. Тоже умер уже. Надо чаще проверять. Так, и что у нас дальше? А дальше у нас еще что-то есть. Так, с этим мы разберемся потом. Так. Там у нас еще что-то есть. Живое. И это. Да ладно. Что-то интересное. Сейчас посмотрим. Что у нас там такое? Что-то буйное. Язь. Хороший язь. Вот янцикадан. Вот такой вот хариус. Вот такой вот окунь. И вот такой вот язь, красавчик. Янцикадан. Ушел. Обещал вернуться. Иди сюда. Золотой мой. В ведре тебе будет намного интереснее. Ну все отлично кончилось. Продольник спасли. Бутылку мы добавим. Продольник на месте, рыба на месте, окунь, хариус и ясь. Отлично. Янцикадан. Опачки. Опачки, вода прибывает. И запаса веревки уже не так-то и много. Еще и подсыпала, походу. Выдержит, не выдержит веревка, не знаю. Опа, не выдержала. Да твою ж ты дивизию-то, мать, блин. Черная веревка, все надо менять, блин. Второй обрыв уже. 2 груза уже потеряли за 2 дня. Так, а у меня грузов больше нет. Хреново. Ну что теперь? Нежели богато, нехрен привыкать. Сейчас или мы замотаем свой продольник на якорь и вытащим его с грузами, или просто разорвем и похороним его здесь. Второй продольник за 2-й день теряем. Вот так вот. Черные веревки надо менять. Хреново. 2 продольника минус. Чтобы что-то найти, надо что-то потерять. Вот они, 2 продольника здесь. Вот этот пустой у нас. Сейчас мы сюда его закинем. Может быть, поймаем вчерашний. Ну а потом летом будем смотреть. Может быть, найдем, а может быть и нет. Тоже черная веревка. Походу, черная веревка — это говно. Что-то на нее понадеялся. Это, наверное, у Сереги, у товарища, веревки. Походу, они одноразовые. Надо их менять. Вот этот груз вытащили. О! Здесь весь продольника, да. Подряд, получается, вчера подольник похоронили. Вот здесь вот
и второй повыше. 2 продольника минус. Так, взяли мы продольник. Ну, продольники, вернее, ошметки от старых продольников, и закинем, чтобы просто так груз не торчал. Может быть, в надежде поймаем наш продольник. Шанс невелик, но он есть. Так что любой шанс надо использовать. Такс. Ой. Опа. Это что у нас такое? Это у нас уже один окунь есть. Так, с этим разберемся. Там что-то дергает. Язёк. Что, дадим ему шанс? Опа, которым он воспользовался. Ушел язёк. Вот так вот. Язёк ушел. Язёк ушел, а окунь остался. Почему-то у нас запутали они все вокруг основной веревки. Видать, что-то было крупное. Потому что навряд ли бы этот окунь с этим язем могли бы вот так вот все запутать. Скорее всего, это было или крупный язь, или что-то такое. Что-то было, запутало и ушло, скорее всего. Ну и ладно, значит не мой. Значит не мой. Ладно, распутываем, наживляем, отпускаем. И у нас еще есть один последний продольник. Так, ну вот и наша бомбочка. Наш крайний продольник. Опачки, 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 опачки. Иди сюда. Ну что, бомбочка. Порадуешь нас крупной рыбой или как? Здесь уже у нас на нижнем продольнике глубина порядочная. И натяжка у нас есть. Так, вижу, идет язёк. Шанса мы ему давать не будем. Еще один язёк. Тоже шанса давать не будем. И что там у нас еще? Окушок. 2 подъязка. Кто-то может скажет, что мы ловим мелкую рыбу. Скажу вам честно, это консервный размер, во-первых, самый вкусный. Во-вторых, язь хищник, и чем мы больше выловим язя, сорного этого хищника, саранчу нашу печорскую, тем мы больше шансов оставим для выживания благородной рыбе, сигу, хариусу и всей остальной рыбе. Это хищник хуже, чем окунь, хуже, чем щука. Жрет все подряд. Ну, так, подойдите. Так, сейчас вытащим мы все-таки сначала этого окуня. И потом уже подведем итоги нашей утренней проверки. Вот такой вот окушарик. Кулома уже побелел. И все. Так, ну что. 2 июня 2026 год. Первая проверка, так сказать. Ну, вчера не считается. Вчера мы закинули, проверили, а сегодня первая утренняя проверка. Ну, не пусто, скажем, и так. И то хорошо. Если бы мы закинули продольники недели 2-3 назад, улов был бы вот примерно так. Но теперь тоже есть. Килограмм
5-6 рыбы есть, поймали. И то хорошо, и на том спасибо. Сейчас наживляем, отпускаем наш крайний продольник. И подъедем к берегу. Смотрю, там уже заскучали. Анатолий Александрович ждет рыбу. Ловят на фидер, на удочку. Народ не скучает. Так что сейчас мы скоро к ним подъедем. Пока все. Пусть дом проникнет полночь, Давайте, ребята. чтоб рифмами наполнить мир, в котором я живу. Ну и пусть будет нелегким мой путь, тянут ко дну боль и груз, прежних ошибок груз. Но мой плод, свитый из песен и слов, всем моим бедам назло, вовсе не так уж плох. Давайте.